понедельник, 10 июля, в Бельхенском университете состоялся семинар под названием «Сомнения в запретах. Современные права человека и исследовательские стратегии в Китае», организованный Департаментом международных отношений Бельхенского университета и проведенный в рамках модуля Европейского союза по правам человека Жана Моне. На семинаре выступили Рушен Аббас, исполнительный директор, основатель уйгурского движения, и профессор Адриан Зенц, старший научный сотрудник и директор по китайским исследованиям Фонда памяти жертв коммунизма. Поделившись своим опытом о том, как проводить академические исследования в условиях, когда доступ к информации и данным в Китае крайне ограничен, и как бороться с такими препятствиями, профессор Зенц представил студентам, участвующим в мероприятии, важные стратегии и методы, которые могут быть использованы при анализе политики непрозрачных администраций. По данным китайской пропагандистской сети Танрыдак, Бюро безопасности Синьцзянского народного правительства в Восточном Туркестане 30 июня провело совместную видеоконференцию, чтобы принять требования центрального правительства. На совещании было поручено провести углубленное давление и операции по зачистке в соответствии с летней охраной. В то же время было объявлено, что в некоторых районах были начаты произвольные аресты под названием «100-дневное движение за зачистку». Представители Министерства внутренних дел Кыргызстана вернулись из поездки в оккупированный Китаем Восточный Туркестан, где китайские чиновники провели тренинг по борьбе с массовыми беспорядками и контртеррористическим репрессиям. В заявлении МВД Кыргызстана говорится, что делегация во главе с заместителем министра Октябром Урамамбетовым находилась в Восточном Туркестане с 19 по 23 июня. По итогам визита представители обеих сторон подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого органы безопасности Уйгурского автономного района организуют обучение сотрудников полицейских зон, прилегающих к границе Киргизии. Китайские фирмы были наиболее вовлечены в поглощение инвестиций Великобритании, которые, как считается, представляли угрозу национальной безопасности в прошлом году. Заместитель премьер-министра Оливер Дауден заявил, что Китай является самой большой государственной угрозой экономической безопасности Великобритании. Галь Люфт, основатель американского аналитического центра Институт анализа глобальной безопасности, был обвинен в китайском шпионаже. Федеральные прокуроры США предъявили обвинение Люфту, который является одновременно гражданином Израиля и гражданином США, по обвинению в тайном найме и согласии заплатить неназванному бывшему американскому чиновнику для публичной поддержки политики Китая, сообщает BBC. Министерство финансов Китая призвало Вашингтон прекратить репрессии в отношении китайских фирм после переговоров с министром финансов США. Китай также подчеркнул, что, по их мнению, экономическое развитие, которое он осуществляет, является возможностью, а не риском для Соединенных Штатов.